Больных стало больше. В Малгобекской центральной районной больнице заболевших со средней и тяжелой формой коронавируса порядка 500 человек. Об их лечении расскажет Дана Плиева. По сравнению с прошлым месяцем ситуация с коронавирусом изменилась не в самую лучшую сторону. Количество больных увеличилось. На сегодняшний день в ковидном отделении Малгобекской центральной районной больницы 53 человека со средней и тяжелой формой коронавируса. 6 из них в реанимации, 4 на аппарате ИВЛ. Среди недавно поступивших из Читабекова, как заразились, рассказывает супруга Фатима, и не знают. Высокая температура, потеря обоняния или вкуса, явных симптомов ковида не было, да и тест на коронавирус у обоих оказался отрицательный. Температурация, а так остальное отрицательный мазок ковид а после этого То, что тест на ковид может быть отрицательным, явление нередкое. Плюс сам вирус часто может проходить бессимптомно. Поэтому у врачей есть свои методы для выявления опасного заболевания. Клинически мы наблюдаем, когда температура не снижается, падает сатурация, не помогают никакие жаропонижающие препараты. Тест показывает отрицательный, но у нас есть еще методы, которыми мы можем определить. Это анализы на антитела класса МГ. И наиболее информативный метод – это компьютерная томография легких, на которой мы можем определить вирусная пневмония и вероятность ковид высокая, низкая, нам это указывается на КТ. Обстановка с ковидом непростая. Вирус мутирует, появились и новые штаммы. Врачи призывают, если самочувствие стало хуже, не заниматься самолечением. В этом убедился и Муса Виситаев. В ковидное отделение мужчина попал 10 дней назад. Чувствовал плохо себя. Сейчас намного лучше уже. Температура была, кашель, одышка была, все. И не думал, что попаду сюда так. Но халакер лазар. Большинство поступивших сюда – люди пожилого возраста, но в последнее время увеличилось число и более молодых пациентов. Осложнения наступают на фоне хронических заболеваний, чаще всего связанных с сердцем. В основном это пациенты с артериальной гипертонией, с нестабильной стенокардией, с ишемической болезнью. Коронавирусная инфекция, она, безусловно, поражает сосуды сердца, сосуды головного мозга. То есть, получается, инсульты, инфаркты могут сопутствовать. В дальнейшем эти пациенты должны быть под наблюдением, под пристальным наблюдением кардиологической службы. Каждый пациент переносит болезнь по-своему, поэтому методы лечения при поступлении индивидуально, отмечает и Ханифа Хашиева. Женщина вместе с другими врачами борется за здоровье пациентов с начала пандемии. Если наша съемочная группа с трудом продержалась почти час в защитном костюме, то ей, как и другим врачам, приходится быть намного дольше. Очень тяжело работается в костюмах, дышать тяжело, работать тяжело. Но у нас время в связи с этим ограничено, мы по 6 часов смены меняются. То есть через 6 часов уже можно все это снять, уйти. Поэтому дольше работать просто и обезвоживание бывает, потому что потливость, все, теряется жидкость, хочется пить. И продуктивность работы, как говорится, снижается. Но все сложности уходят на второй план. Стоит лишь пациенту пойти на поправку, делится Ханифа. Для них заботиться о здоровье больных – врачебный долг. Но для самих пациентов они герои здесь и сейчас, ежедневно рискующие своим здоровьем в борьбе с коварным вирусом. Отдельную благодарность хотел выразить врачам. Уколы, шаягию, врачи заходят, старшие сестры заходят, проверяют все. Врачи призывают соблюдать все необходимые меры профилактики, носить маски, обрабатывать руки и держать дистанцию. И в обязательном порядке пройти вакцинацию для выработки антител. Ну а на распространенное мнение о том, что переболевший ковидом не нуждается в прививке, отмечают. Через 5-6 месяцев антитела практически отсутствуют. И, конечно же, повторный риск заражения у этих пациентов, он есть, и поэтому вакцинация, она необходима.
Коронавирус может протекать как ОРВИ, но коварность инфекции заключается в том, что она из легкого течения впоследствии перетекает в более тяжелое. Недуг вызывает микротромбозы, которые могут привести к летальному исходу. Но, несмотря на это, находятся и те, кто до последнего не верит в опасный вирус. Скептически к заболеванию относились и герои нашего сюжета, пока не ощутили последствия инфекции на себе. Ну, действительно, должен дыр. Особо серьезно воспринимал. Но как сюда коснулось, да, вот уже понял, что на самом деле он присутствует. И люди болеют. Главное, отмечают врачи, не относиться халатно к своему здоровью, своевременно проходить обследование на ковид, при недомогании вызывать мобильную бригаду. Нехитрые меры могут помочь избежать тяжелого течения болезни и, наконец, понять, что инфекция не миф и последствия у нее серьезные. Дана Плиева, Адам Далаков, Новости 24.